Мы вспоминаем о такой неприятной ситуации, что каждый день мошенники обогащаются за счет жителей нашей республики в том числе. Не так давно одна из наших телезрительниц просто взяла трубку, а там ей говорят, что она взяла автокредит на 1,5 миллиона рублей, чего она не делала. Оказалось, что это мошенники воспользовались ее старой сим-картой, вернули приложение банковское и оформили там кредит. Ну, оплатить, естественно, приходилось, по идее, ей. Как решилась вообще вот эта ситуация, а самое главное, как не попасть в нее. Вот об этом мы будем говорить прямо сейчас с нашей гостьей. У нас в гостях заместитель директора департамента Республиканского финцентра Светлана Валиева. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Как так вышло вообще, что сим-карта попала мошенников. в руки мошенников? Да. Ну, к счастью, кажется, у героини все более-менее, да, банк там откатил этот кредит. Тем не менее, даже сама девушка говорила, что я, конечно, допустила ошибку. Я оставила свой старый номер, которым перестала пользоваться, и не отключила его от того банка, в котором, собственно, мошенники оформили кредит. Здесь, наверное, стоит поговорить о том, что люди часто меняют сим-карты, да, могут там новой картой пользоваться, новым номером начинать пользоваться, а старый номер, тем не менее, оставляют привязанным к различным банковским счетам или госуслугам. Вот этого, конечно, допускать нельзя. Люди часто оставляют симку, вытаскивают из телефона, например, и думают, ну, пусть она полежит, у меня же деньги там есть, поэтому она за мной будет. На самом деле нет. Мобильный оператор 3 месяца ждет, пока вы пользуетесь или не пользуетесь этой симкой. Если движения по балансу нет, вы не пользуетесь платными услугами, не звоните, не отправляете смс-ки какие-то платные, то он уводит ее, так сказать, в отстойник. Еще полгода ждет, а потом продает этот номер на рынке. Это законно, такое допустимо. Человек свои деньги не потеряет, он может прийти к оператору и эти деньги в кассе забрать, те, которые на симке были. Но номер он потеряет. Соответственно, мошенники этим воспользовались. Они подождали, купили ее номер, а потом проверили, где к каким банкам привязано. Очень важно вот такие хвостики обязательно закрывать. Очень важно, когда вы меняете номер телефона, во всех банках, во все важные учреждения сообщать об этом. Кстати, в договорах у банков даже это написано. Если вы меняете адрес, если вы меняете фамилию, номер телефона, обязательно нам сообщите. А мы, конечно, этого не делаем, да, потому что думаем, зачем. А как это разница? можно сделать? Сами догадаются. Я же все. Чего? Я не могут прочитать мои мысли, что ли? Ну, проще всего, вообще стоит вот телезрителям тоже сейчас задуматься, вспомнить, где, в каких банках у них были кредиты, кредитные карты, зарплатные карты, счета, да. Вот самое главное, вы знаете, что это именно счета. А люди часто думают, я же взял кредит, то есть мне дали деньги, да, или я на вклад деньги отнес. В общем-то, вот, или мне выдали карту, это просто кусок пластика. Но нет, банк прежде всего открывает банковский счет на человека, и потом все операции уже делает по счету. Соответственно, если вы заберете деньги или вернете кредитные деньги и думаете, что ваши отношения закончились с банком, нет, счет-то остался. Вот эти счета нужно обязательно все прошерстить и проверить. И не стоит забывать, что если вы вдруг заплатили кредит и думаете, что все, я ему ничего не должен, какая-то 1 копейка, возможно, остается случаем, да, и эта копейка потом превращается в 1000 рублей. Поэтому лучше обезопасить себя, позвонить в банк, закрыть, ну или лучше вообще... Когда закрываете кредиты, да, нужно лучше полностью задолженность проверить до копейки и прям вот всю ее погасить, а потом закрыть счет. Закрыть счет. Для начала надо разобраться, где эти счета посмотреть, потому что люди думают, я там за 10-20 лет где только, в каких только банках не был. Проще всего это сделать на сайте налоговой, в личном кабинете, зайти через госуслуги, там есть раздел «Счета», прям вот в нашем личном кабинете есть раздел «Счета». И там все наши счета, открытые и закрытые, можно галочку выставить, показать только открытые счета. Можно ли аннулировать действующий кредит? Ага, вот так это. К сожалению, нет. Но в целом, да, вот, например, я вчера, когда готовилась к эфиру, тоже залезла в личный кабинет, открыла счета, поставила галочку «Показать только открытые» и тоже обнаружила, что у меня один из счетов, оказывается, в банке все еще не закрыт, хотя я кредит в нем погасила еще года 3 назад. Соответственно, я подала заявление прямо через мобильное приложение этого банка, подала заявление, попросила мне его закрыть. Главное, через 30-60 дней, ну где-то 45 дней обычно счет закрывается, еще раз в банке проверить, прям написать им: друзья, мой счет закрыт, дайте мне справку о том, что он закрыт, задолженностей никаких нет по кредиту и так далее. Можно, если вдруг человеку не хочется там в личном кабинете, можно просто ножками сходить в налоговую, они дадут распечатку. Единственное, что здесь уже вот налоговая это нам все счета по всем банкам даст, а потом в каждый банк надо отдельно обратиться.
обратиться и закрыть все вот эти хвосты. Ненужные вам счета нужно закрыть. Потому что они могут быть как раз вот тем самым ходом, который используют потому мошенники. что мошенники же, они постоянно вот эти лазейки ищут. Здесь они проверяют уязвимости в банке, здесь они смотрят какие-то уязвимости в мобильных операторах. Лучше им не давать вот этих возможностей. И еще одна схема новая появилась у мошенников, и мне звонили раза 3. И вот, Елена, тебе Да, позвонили. на прошлой неделе мне позвонил якобы сотрудник мобильной связи, моего оператора, и сказал: знаете, ваш номер телефона-то скоро перестанет быть вашим, договор нужно продлить. Я говорю, ну как так, симка бессрочная? Да, было раньше так, сейчас поменялось Да. Это самое важное, что если вы пользуетесь этим номером телефона, все, точно он ваш никто не заберет. Если вы не пользуетесь, симку вытащили из телефона, вот тогда она может уйти, да. И они, причем, очень грамотно все это стелят и рассказывают, что по итогу он говорит: слушайте, вам нужно пройти сейчас аутентификацию для того, чтобы номер остался за вами. Давайте мы сейчас... Вы можете сходить как бы в магазин связи, к своему оператору, в офис связи, да, и там либо вручную это все сделать, либо можем сейчас с вами онлайн это все сделать. Как вам удобнее? Я говорю, давайте попробуем онлайн. И значит, ну смотрите, 20% у вас есть, осталось 80%. Можем вообще с вами не заморачиваться. Давайте сейчас через госуслуги проведем, и там все автоматически заполнится. Дайте, вот сейчас вам придет смс-ка на госуслуг, вы мне ее продиктуйте. Я говорю, так подожди, я же не могу диктовать. И начинается госуслуги. Вот это, то есть любая информация, которая носит личный характер, номера карточки, госуслуги или еще что-то, либо никому нельзя сообщать. Снова и снова напоминаем. Извините, тут важно еще, что с госуслуг никогда не звонят. Нет там вообще такого отдела людей, которые звонят вам с госуслуг или с МФЦ. Тут сразу можно класть трубку. Это самое смешное, когда звонили отдел по экономической безопасности из города Москвы, какой-то области. Я говорю, а вы что тут звоните? Башкирию-то понять не могу. Я генерал такой-то, такой-то. Я думаю, ну ничего себе. Какая честь, спасибо. На самом деле этих мошенников очень много. И не так давно мне звонил человек, причем сразу представился как из не столь удаленных мест. И говорил, я, значит, смотрящий, сейчас тебе там, значит, ты позвонил туда-то, туда-то, деньги сняли с моего счета, тебе нужно его восполнить. Сейчас ты восполнишь, и через 2 минуты деньги тебе вернутся. Я такой, конечно. Уважаемый Тимур Тихорецкий, держите карман шире. А вот как узнать, что тебе нет кредитов? Также зайти на сайт налоговой? Можно на сайте госуслуг посмотреть свою кредитную историю, потому что все банки, когда выдают нам кредиты, обязаны сообщать в бюро кредитных услуг всю эту информацию регулярно. Мы заходим вот на госуслуги, можно прямо, вот там есть такой помощник робот Макс, можно прямо в него написать, мою проверить кредитную историю. Вам в течение суток придет вот такая информация. Ваша кредитная история хранится в таких-то кредитных бюро. Вот в моем случае 4 кредитных бюро. Следующим шагом просто нужно будет в эти кредитные бюро обратиться. И здесь просто списком, строчкой, но можно скачать документ, в котором прям можно будет перейти на эти кредитные бюро, выбрать любое из них. В каждом из них можно 2 раза в год проверять свою кредитную историю бесплатно. Вы заходите, там тоже можно через госуслуги авторизоваться. В этом кредитном бюро будет ваша история от начала до конца, все ваши кредиты, какие погашены, какие новые, какие старые. Там вы увидите, собственно говоря, так же, как со счетами, да, закрытые, открытые счета. Здесь вы увидите начатые или не начатые кредиты, закрытые кредиты или какие-то новые. Если обнаружите ошибку, обращайтесь в кредитное бюро, обращайтесь в этот банк, который якобы выдал кредит, и вот говорите им, что это не ваш. Дальше уже там будет ясно, что происходит. Это может быть просто ошибка. Да, это может быть просто ошибка, не обязательно на вас мошенники оформили кредит. Бывает, совпадают однофамильцы, например, там, или вы уже закрыли кредит, информация до бюро не дошла, и он значится как открытый. И хочу еще в свою очередь вот посоветовать, я, например, вытащила 4 кредитных бюро, вообще у нас их 6 или 8 в России действует. Обычно вот НБКИ, Национальное бюро кредитных историй, оно такое самое большое, но оно очень специализированное, там не всегда простому человеку можно этот отчет понять. Поэтому можете посмотреть вот Скоринг-бюро, ОКБ, у них более понятный для простого человека отчет, в котором, если что, можно будет разобраться в своих кредитах. Без помощи специалиста. Да, я советую это все-таки делать регулярно. Если есть возможность 2 раза в год проверять бесплатно, пожалуйста, скачивайте и проверяйте свою кредитную историю. Это как ходить к терапевту. Да, нужно регулярно или верно. Каким-то конкретным... Кредитная терапия. Это финансовое здоровье. Кстати, это, между прочим, здоровье ваше психологическое, психическое, по крайней мере, спокойнее будет. Не узнать, да, вот так и не получить инфаркт, что у вас какие-то кредиты или еще какие-то задолженности. Поэтому, друзья, следите за этим, проверяйте, как уже было сказано от нашего гостя, проверяйте свою кредитную историю. Ну и вообще,
И никому закрывайте хвосты. не доверяйте, закрывайте хвосты. Так что вот у нас в гостях была заместитель директора департамента Республиканского финцентра Светлана Валерьевна. Светлана, спасибо вам большое.